Добрый вечер, кутмандуу команда Совет Тим. Бүгүн мен Боронов Алтынай. Именно Zoom боюнча өтүп жатам. Сегодня у меня очень хорошая тема — делиться со своим опытом. Можно ли в сетевой компании зарабатывать деньги? Вот кому интересно болгон болсо, можете личка открыть, тетрадь ручкаңарды алып жазып алсаңыздар өзүңөргө өтө сонун болот. Потому что то, что за 8 лет мен өткөн өзүмдүн опытым менен бөлүшөм, и как я продвигалась, и почему именно сетевой компаниядан акча тапканга возможно ли и жашооңорду өзгөртсөңөр болот экен. Вот ошондой суроолор өтө көп адамдарда бар. Биз 18-жылы январь айында жолдошум экөөбүз баштаганбыз. Мен дагы Россиядан мигрант болгонмун. Типографияда иштегенмин, дагы типографияда иштеп, за целый месяц зарабатывала 20 тысяч сомов, рублей. Ошол маалда 20 000 рубль алат элем. Но смотрите, как я работала. Каждый день с понедельника по пятницу, да, 8 часов иштеп атып, за целый месяц зарабатывала 20 тысяч рублей. И вот когда бул бизнеске келгенде, бизнес-спонсорлар, самые күчтүү лидерлер — это практики, да, это результативные люди, не на словах, а на деле бүт результаттарды көргөзгөн, өздөрүнүн басып өткөн жолдор менен бөлүшкөн. Кыргызстанда топовый лидерлер, Кыргызстанда биринчи жолу эң күчтүү оборотту 5000 баллды ушул инсандар жасашкан. Вот ошондой адамдар биздин спонсорлор болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө Сафировый менеджерлер, Турганова Зарина, Кадыров Советке мен 1000 раз благодарна за то, что бизди өзүнүн командасына кошуп, списокко кошуп, мени 3 жыл чакырганына мен терең ыраазычылык айтам да. Почему? Потому что если стороной өтүп кеткенде, бул 8 жылдагы опытым менен силер менен бөлүшмөк эмесмин. 8 жылдык тапкан доходум менен мен бүгүнкү күндө жакшына жашап аткан күнүм менен бөлүшө албайт элем. Вот ошондуктан бүгүн силерди ким чакырып келген болсо, ким силерди списогуна коюп заставлять эткен болсо, будьте благодарны, и ошол адамга бесконечный благодарность айтыңыздар. Себеби сиздер билбей атасыз кандай жакка кетип атканыңыздарды, кандай доходдор, кандай жакшы күндөр күтүп турганын билбей атасыздар да. Вот көп эле адамдар. Вот ошондуктан мен бүгүн благодарю своих спонсоров, и ошондо совет айткан мага. Алтынай эже, канча сумма айлык аласыз дегенде 20 000 деп коркпостун айтканда, почему 20 000? Потому что я человек с образованием, мен бухгалтер, экономистмин өзүм, но по специальности Россияда иштебейт экенсин. Болгону 3 жыл иштегем, бухгалтер болуп иштегемин, замороженный фирмада. Но, к сожалению, паспортубуз кыргызстанский болгон үчүн бизди ал жерден иштен албай койгон. Потом мен только диплом менен иштегем, дипломум российский болгондуктан иштеген болчумун. Потом уже закондор өзгөрүлүп, российский паспорт алгыла деп, российский паспорт үчүн жасайбыз деп анан чыгып кеткенбиз да. И потом уже переехали с Омска в Москву. Москвага барганда как положено эле рабочий болуп, продавец болуп магазиндерге иштегемин, Алый парусада, да. Анан акыры здоровьем, по состоянию здоровья уже и по возрасту деп мени эч жерге ишке албай койгондо, я в конце-то концов последнее место работы — это типография болгон. Потому что азыр эмне буну айтып атам, потому что бизге окшогон жаштар болсо керек. Азыр жаштар өзүңөрдүн күчүңөргө ишенип, традиционный бизнесте иштеп аткан болсоңуздар, пришло время сейчас именно ушул залда отурган болсоңор, зумда отурган болсоңор, жашооңорду 180 градуска өзгөртсөңүздөр болот. Пока есть время, пока есть жашыңар бар, күчүңөр бар маалында. Биз 51 жашыбызда ушул бизнеске келгенмин по состоянию здоровья, но, к сожалению, состояние здоровья деп атып, мен продукцияны ичкенде результат алып туруп, мен бизнес кылсам болот экен дегенмин да. И вот 20 000 алганда совет айтты: Алтынай эже, вы на эту сумму согласны дегенде, конечно, я не была согласна, но я и не верила, что в сетевой компании есть деньги. Ким эле ишенип келет, да, чындап эле берет бекен, бербейт бекен деп элестетебиз да. Сетевойго келгенде эле баарыбыз коркуп баштайбыз. Акчасы бар бекен, жок бекен деп. Но акчасы бар компания экен, бирок бизде система бар. Система менен иштеген болсок, сөзсүз түрдө айлык алат экенбиз да. И вот ошондо келгенибизде эле мен сразу эле 15 күн ичинде
полностью силанды ушул жака киргиздим, потому что мен 5 күндөн кийин результат ала баштадым. Продукция иштегенден кийин дедим, колубузда эң чоң козырь болгондон кийин почему не говорить, да, молчать этпейбиз деп туруп мен айта баштаганда 15 күндө 32.800 рубль чыккан. За 15 дней, ребята, 32.800 рубль, нежели бир ай иштеп 20 000 тапкандан көрө за 15 дней я параллельно заработала эти деньги. И ошол суммага ишендим. Дагы анан совет айтты, давайте увольняйтесь с работы, и сиз бул жумушты кылсаңыз болот, 100% вложение кылыңыз деди. Так как биз семейный болгондуктан, Медетбек бул бизнести баштаган, Медетбек оформлен договороноситель, да, но он сказал, Алтынай, я твою бүт ишиңди мен аткарам, квартплата төлөймүн, жеп ичкенди төлөймүн, башканы төлөймүн. Твоя задача только здесь обучаться, и ошо спонсор совет менен Заринанын аркасынан калбай үйрөнгүн дагы. Бул бизнесте мен чувствую, дейт да, что мы будем большими людьми, мы можем заработать огромные деньги, потому что бул өтө мощный халяль компания экен, честный компания экен, и бул компаниянын историясы бар экен, тем более бул вертикальная интеграция имеет экен деп Медетбек аябай изучать эткен да, бул компания изучать этип айтканда, и мы согласованно үйдө, семьяда согласовать этип, мен сразу эле заявление об увольнении жаздым дагы, сразу 100% вложение кылдым. Экинчи айда уже февраль месяц был, февраль айында бизде уже семинар болгон, семинарга барып уже у меня было 20 новых людей, которые сидели в зале семинарда, представляете? И вот ошол жерде уже жашообуз башталды да, семинарга кетип атканда, так как биз новый супервайзер болгондуктан компания настолько мындай благословят этет да супервайзер статусуну, өтө сонун. И вот за 15 дней эле бизге Олег Владимирович, ал жерде Наталья деген бар эле жазып атат, уважаемый Артыкбаев Медетбек и Боронова Алтынай, сиздер, вы один день можете отдохнуть в элитном отеле, деп аябай приглашение келгенде, за то, что мы новые супервайзеры и попадали на семинар, именно День успеха болуп калппыз да. И вот ошондо биз үйгө келип, чемодан собирать этип 2 күнгө кетип атабыз эми. Первый день супервайзер плюс, потом уже день успеха болгондуктан нам дали вот такую возможность жить в отеле. Никогда 5-звездный отельде жашаган эмеспиз, никогда я лифт менен на высокие высоткаларга чыккан эмеспиз, потому что жизнь без обычная женщина Сайыла, да, обычный тракторист Медетбек, да, и бар бизде Россияга барганда эле эч ким жакшы жашоону көргөзгөн эмес. Мы работали как рабочие, понимаете? И нам никто не верит, что вот жакшы жашоодо ушундай бай болуп кетишибизге эч ким ишенген эмес. Традиционный бизнесте кто-то единицы бай болушат, калгандары жөн эле ичи курсак тойгозуп эле келген күндөр көп болгон да. Вот поэтому биз только я сама мечтала. Мен аябай мечтательный, мен аябай астыма койгон целдерим бар эле. Я хочу быть богатой, я буду красиво жить, но жизнь била со всех сторон, биз андайга жеткен эмеспиз да. И вот ошондо келип мен балдарыма, кыздарым, 2 кыз 1 уулубуз бар, үйгө келип айтсам, кыздарым смеялись, представляете? Ой, кантип эле сиздерге 15 күндө эле ушундай путешествие берсин, кантип эле отельге барып жатасыз, ата чемоданды алып барбаңыз десе, нам было стыдно, мы тоже не верили, представляете? Не может быть, да, за 15 дней кандай эле успехке чыгып кеттик деп элестеткенбиз, но мен ойлонуп баягы эми дети тоже не верили, башка болгон. И вот когда чыгып кетканда мен айттым, кыздарым күлүп атат да, ата алып барбай эле коюң, уят болосуз, кайсы чемодан көтөрүп келесиз дейт. 4-й этажда бизнесда жили же. Я говорю, это был маленький чемоданчик, еще вот bizde умалда чемодан деле албайт элек, маленький чемоданчик был. Я говорю, ничего страшного, доча, если болбой калса, какая разница, атаң барып көтөрүп келе берет да, домой мы обратно придем десиз. Барсак, наоборот, нас встретили на такси, да, таксини чакырып алып келиптир, апарып бизди келип ресепшнге өтүңүз, ресепшнден сураңыз, какой вы этаж хотите десе, для меня ресепшн деген сөз дагы новшество болгон, алтындарым, новшество. Благодаря этому бизнесу я изучаю вот эти новые слова, да.
ресепшн десе не деп атат экен деп, я переживаю, Натальяны карайм да, ананы жерди караймын. Наталья: ну, Алтынай, проходите на ресепшн, у вас там паспорт дайте десе, анан эстеп кеттим, ресепшн деген это стойка экен, стойкага барыш керек экен, паспортты бериш керек экен деп элестетип. И вот таким образом наша жизнь начиналась, понимаете? И мы, Медетбек: какой вы этаж хотите, десе, 29-й деп атат да, 29-й этаждан мы взяли. Когда выходили, как на самолет учуп аткандай болуп чыкканбыз, это мои первые ощущения 51 лет, ребята. Возможно, кому-то это смешно, но для нас было это не смешно. Вот что делает сетевая компания. Это школа, обучающая школа. Это школа миллионеров. Сетевая компания – это школа миллионеров, алтындарым. Надо это понимать. Это понимать. И таким образом бизнес жашообуз башталган. И здесь есть огромные деньги. И мы просто поверили совет из Аринага, айттык, что нам дальше делать. Десек, вот за 4 месяца можно закрыть менеджера, либо за 2 месяца деген. Так как я была больная, очень болгондуктан я сказала, 2 месяца я буду изучать продукцию деген. 2 месяца, чтобы я понимала, что я пью и что со мной, с моим организмом происходит. Я должна это понимать, чтобы дальше бирөөлөргө айтканга я должна показать свой результат деп 2 айга именно продукция алдык, но 2 айда биз менеджерди жабабыз деп за 4 месяца алдык да. И мы это сделали, потому что я увидела возможность. Ошол ооруп атып эле 2 айда уже 48 тысячка чыктым. 1 ай иштегенбиз за февраль месяц, короткий болгонда. Потом в марте у нас был доход 105 тысяч рублей болду. Когда мы закрыли менеджера, мы получили 155 тысяч рублей алганбыз. Потом уже пошло и пошло. 170 тысяч, 180 тысяч, 255 тысяч. Все эти данные болуп атат. И за 10 месяцев мы московскийден, Россиядан заработали 860 тысяч рублей. Ошол эле замат за 10 месяцев биз Кыргызстанга келген эмеспиз. Мы просто работали через телефон. И я не приходила, биз Кыргызстанга келген жокпуз. Просто подсказывали своим родственникам, друзьям, знакомым: мен ушундай компаниядамын. Если хотите, это Кыргызстанда официалдуу түрдө иштейт. Вы можете приобрести продукцию. Ты можешь поменять сначала это средства личной гигиены деп кимге айтасың? Биринчи туугандарга айтасың. И, конечно, родные ради ушул байып кетсинчи, майлычы, давай поможем деп туруп, мен сестренкам жазылды, зубной паста алып, башка алып, ол колдонуп көрдү. Ана любитель витаминов, ана некоторые витаминдерди алып атты. Короче, ошентип ал жерден бери кичине, мына жерден алып атып эле через телефон за 10 месяцев в Кыргызстанда, оказывается, собралось у нас больше 200 тысяч сомов. Представляете? И когда мы пришли снимать, эти деньги мы сняли наличными. Медетбек, тракторист, в то время работал он как трактористом также, но банкка барганыбызда совет красиво же рассказывает, Алтынай эже, как Зита Китадагыдай тетушкасы деп. На самом деле это так было, понимаете, но, конечно, кичине кошкон, но мы, самое главное, наличку деньги брали. Наличка алганбыз. Сетевой компанияда я тогда успокоилась. За 10 месяцев я переживала каждый месяц уже 500 000 накладнойно көрүнгөндө, 600 000 көрүнгөндө, я совету не давала спать. Среди ночи звонок кылат, 15 число болду. Вот сегодня уже акчалар түштү да, мы сейчас СП тапшырабыз. Понедельниктен уже зарплатаны ала баштайбыз. До 15 числа компания выплачивает все бонусы. Понимаете, и вот ошондо я говорила, ночью звонила, совет, спит он, не спит, я переживала, у меня огромная сумма денег, я нигде не работаю, но я показываю накладнойдан, Медетбекке көргөзөм, кыздарыма, балдарыма көргөзөм: ребята, у нас такие деньги есть деп коем, но на руки не взяла, потому что мен башка компаниядан күйүп калгандыктан, бул жерде я не верила, неужели я вот эти деньги на руки возьму деп да ойлонуп атып, анан советти беспокоить ете баштадым да. Совет айтты: Алтынай эже, 1 жыл токтоңуз, квартира алып аласыз, башка нерсе аласыз десе, 1 жылга жетпедим, 10 месяцев только стерпела, но потом, когда мы получили деньги, сразу же мы купили өмүрүмдө кийбеген, өмүрүмдө жакшы барып шубаларды кармап көрбөгөн да,
мы купили өзүбүзгө 360 миңди алып калдым да, 500 миңди сразу өзүм счетумду ачтым да, я люблю депозит кармаганды жакшы көрөмүн. 500 тысяч вложила, 360 алып да, медетпей көз, сонун болуп, кожаные сапоги, норковая шуба, шапкалар, медетбек, мы, короче, 360-ты за один день Совет менен Заринаны эшитип бардык. Момун кошо барганда мы истратили, барып Черкизовскадан сонун канадский шубаларды алып киип келгенбиз да. И это благодаря сетевой компании. Если мен 20 жыл иштеген мигрант болуп, у меня была мечта, у меня были цели, я буду зарабатывать огромные деньги, я буду одевать шубу, деп мечтать этелем, но, к сожалению, оттуда такого результата не было. Вот поэтому разница сетевой компании с традиционным бизнесом, знаете, как земля и небо. Башкача. Жер менен асмандай башкача. Понимаете? Вот поэтому сетевой компанияда эмнеси, вот силерге эки нерсени айтамын азыр. Вот смотрите. Именно сетевой компания келгенде адамда эки движущая сила болот да. То есть эки вид силы болот. Биринчиси сдерживающая сила дейт. Менде деле вот сдерживающая сила кармаган. Это как? Я была не уверена, я не могла говорить, я не могла продавать, я не могла вот бирөөгө барып таанышып, адам менен таанышып, отношения кылып кете албайт болчумун. Медетбек подавно, да, ол кейтеп окубайт эле даже. То есть у нас была вот такая сдерживающая сила. Вот поэтому сетевой компания десе, многие думают, что надо здесь приходить, сразу же продавать, прилипать, ар бир адамга эмне кылыш керек экен деген ойдо болобуз да. У нас тоже была такая сдерживающая сила. Многие жаңы келген адамдар, вот сейчас, которые сидят на этом экране, да, к сожалению, ваших лиц я не вижу, да, кто как сидит. Может, ковыряете нос, да, может быть, лежите, я не знаю. Но именно ушул информацияны алыш үчүн я делюсь, энергиямен делюсь, да. Андыктан да экраныңарды ачып, особенно новички, да, принимать этсеңер болот да, потому что это наш опыт. И вот сдерживающая сила у всех быть. Жаңы келген адамдарда сөзсүз түрдө болот. Я не могу говорить, мен айта албаймын, мен товарды билбеймин дегендер сөз болот. Это сдерживающая сила, которая вас сдержит на месте. Ортоңарда тургуза берет да, жылдырбайт, прям жылдырбайт. Кой, кыла албайсың, эмне кыласың, башың оорутуп, жашап аткан жашооңду эле жашай бергин. Зачем сага, ким ишенет? Сен не так выглядишь, сен андай сүйлөй албайсың, сен некрасиваясың, сен арыксың, сен. И таким образом нас, оказывается, сдерживающая сила держит, когда мы идем к большой цели. Разница у богатых и бедных людей, разница в чем, дейсиңерби? Бедные люди мечтают и желания силе болот экен. Желание и мечта эле болот экен. Я хочу. И мен мечтаң бар десе, бар. Эмне десе, үй алуу, машина алуу, баланы үйлөйм, кызды чыгарам. Больше ничего нет, оказывается, у бедных людей. У меня тоже так было. Мен мечтать этелем, я өтө көп мечтать элем. Я мечтала вот этот дом, да, чтобы я выстроила 2 метр фундамент коюп, подвал менен жасайм деген. Это была у меня 90-е годы мечта. 90-чы жылдары у меня такая мечта была. Тогда о сетевой компании даже слова «сы» не было. Понимаете? И вот ошол мечтамен я просто мечтать этип эле движение кылып, баспай, действие кылбай жүрө берген экенмин да. И вот эта сдерживающая силаны перебороть надо, алтындарын перебороть на движущую силага. Экинчи это движущая сила. Эмне кылта движущая сила? У кого есть мечта, вот у кого есть цель, план, у богатых людей, оказывается, цель и план есть. Цель болгон болсо, цель измерима. Сен жазасын. Я хочу в этом месяце заработать ежемесячный мой доход $1000, $2000, миллион сомов, кто что желает, да, 100 тысяч сомов дейсиңерби. Вот это надо измеримо, ежемесячный деп силер ушулай жазасың. Это ваша цель. И эта цель должна сформироваться мээде. И его надо принимать с такой глубокой интересом, с такой глубоким жүрөгүбүз менен,
Надо принимать это, оказывается. А не так просто написать. Спонсор айтты, жаз деди, жазып койдум дебестенчи. Надо глубоко принимать это с любовью, с надеждой, с мышлением, с эмоцией. Полностью, что он жазыш керек экен да. Мой ежемесячный доход в этом месяце 1 000 000 сомов. Допустим, да, я хочу. Кто как, сколько хочет, я не знаю. 1 000 000 сомов хочу, да. И вот это надо вот с такой надеждой надо написать, чтобы эти буквы, которые вы написали, ручками жазган нерсе, обязательно она становится живым. Әрбір тамға живой болады екен, да, представляете? Вот отличие бедного и богатого человека, оказывается. Цель вот это только. Сдерживающая сила, движущая сила, у кого-то просто желание, мечта, а у богатого есть цель и план. Вот разница. Нам надо это правильно запускать. Правильно. Понимаете, вот это вот первое наставление мое от компании на сетевой до разница ушул. Так что никого не бойтесь. Страха нету, страх никогда нету. Вот страх темный комда кирпич страх, но вы не можете его удержать. Вот это страха нету. Уберите страх, не уберите неуверенность. Уберите неуверенный болсоң жизнь и так өтіп кетті. Жашоо каждый день өтіп кетіп жатады. Мы қорқпойбузбу, все равно этот день проходит. Вот поэтому лучше с плюсом өткөзүш үчүн надо просто двигаться вперед. Уверенный аш керек. Силерди бул бизнеске келсеңер сетевойдо никто вас не будет ругать. Никто не будет заставлять вас. Понимаете? Вот поэтому здесь только зависит от вашего мышления. Екінші, многие люди, почему келгенде многие люди имеют только, не зарабатывают. Екілі причинасы бар. Многие люди келептан сетевойда ақша иштебедим, ақша албадым, кыла албадым дешеттан өздөрүнө вина койбойтан, виноват спонсор, виноват компания, виноват продукция. Сами только как беленькие, пушистенькие бокондой, сами только не виноваты. Почему не зарабатывают? Потому что они достаточно время не вкладывают. Уақытты көп киргизбей тат бұл жұмышқа. Уақытты көп киргизсеңер, игілік болады. Почему я заработала за 10 месяцев 1 000 000 сомы болды? Екі мемлекеттен алғанда. Потому что я уволилась с работы. Я полностью 100% вложение кылдым. Я каждый день ходила в офис. Каждый день. Ни часу назад, ни часу на месте дегендей. Я каждый день приходила в офис и обучалась. Потому что безде обучающая система бар. Без обучения никогда. Обучающая система им не дает. Ты сегодня придешь в офис, читаешь маркетинг, ты рассказываешь о продукции. Бүгін пятница, вот супервайзерлер шығып, кече Гүлшада жазып атат, многие супервайзерлер прячутся. Мен сөйлей албайм, мен айта албайм, мен қорқом деп прям прячутся. Раз вам спонсор сказал, наставник сказал, пятница это именно день супервайзеров, каждый активный болуш керек. Это ваша жизнь, это ваши деньги. Это ваш бизнес, алтындарым. Ничей другой. Это ваш. Өзімдікі деп елестеткіле. Өзімдікі. И вот сегодня, кто от супервайзерлер өткөзүштү, они по своим опытым сүйлөгөн сайын өсө берет. Ким маркетингді окуган болсо акча келет. Продукцияны айткан болсоңор акча келет. Больше будете продавать. Понимаете? Вот поэтому бул жерде время надо вкладывать. Bir келип, 2 күн келбей каласыңар, bir жумада bir жол келген болсоңор, никогда у вас не ждите сетевой компаниядан больших денег. Будете, жүрөресиңер. Но самое главное, бул жерден плюсу бар, эмнени айтайын. Никогда получается, не получается, никогда не уходите именно сетевой компаниядан. Если вы проиграете в двух смыслах, если вы сегодня меники не получается түшүнбөй тасыңар өзүңөр, түшүнбөй кетип калган болсоңор, вы проиграете всю вашу жизнь и проиграете
ваше наследство, вы проиграете всю балдарыңарға бере тұрған нерсени, вы проигрываете. Почему? Потому что сегодня век другой, сегодня век информации, сегодня мы живем только с мыслями, мы сегодня мышлением богатеем, сегодня мы руками физически не работаем, мы сегодня работаем только с головой. Вот ошондуктан. И вот если вы останетесь в этом бизнесе, у вас получается, не получается, вы зарабатываете, не зарабатываете, но если вы будете в этом бизнесе, вы выйдете в выигрыше. Все равно в выигрыше будете. Понимаете, вот это вот поэтому не кетпегиле, да, ешкачан кетпегиле. Экинчи именно причинасы это время, деньги, результаты. Я вам сейчас хочу показать на чертеже. Вам будет видно или не будет видно. Смотрите, традиционный бизнесе, что мы делаем? У нас время отдаем, да? Видно, да? Не видно? Смотрите, на время вкладываем в традиционный бизнес, вкладываем, да, с утра до ночи, без выходных, без тоев, без день рождения, без ничего. Вот есть традиционный бизнес, мы время вкладываем. Туда вкладываем огромную сумму денег, чтобы получить какой-то акчаны в конце месяца алабыз деп. Но в конце месяца ала албайсың, потому что там остаток калат, остатокты арзан сатып традиционный бизнесте. Я очень классно знаю, потому что я занималась этим. И мне вот результаты в конце итоге болотавы. Ничего нет, маленькая сумма где-то акча алып калатасың. Теперь давайте сравним MLM. Силер азыр MLM бизнесе, сетевой бизнесте, эмне кылтасыңар? Сетевой бизнесте мы больше часть отдаем время сюда. Если времени көбүрөөк ушул жерге булсак, больше времени, не надо денег. Акчаны кичинекей акча менен, это ваша поездка, это ваши семинары, это ваши жебишкениңер да үйдөн чыккан. Вот это маленькая сумма кошкон болсоңор, у нас сетевой компанияда системаланады, результат огромный будет алтында. Вот разница: традиционный бизнес либо сетевой бизнес. Традиционный бизнес или сетевой бизнес. Запишите себе формулу и давайте думайте, выгодно ли вам время только потратить сюда и заработать огромные деньги, либо время тоже уделяете туда, но большие деньги, вложения кылып, в конце какой-то суммы часть акчалганыңар калайсыңар. Это натурально, это статистика так работает. Это статистика. Если хотим сетевой компании заработать деньги, нам надо этой формулой двигаться вперед. Это не выдуманная, это не придуманная формула, это настоящая болвоткан формула алтында. Вот поэтому старайтесь получить результат именно в сетевой компании. Самая актуальная тема сейчас, самая актуальная, самые большие деньги, сумма денег зарабатывает только сетевики. Раз и навсегда запомните. Традиционный бизнесе параллельно иштеп аткан болсоңор, представьте, сколько лет работаете и что вы получили за ваше отработанное время. Например, я сравниваю, 20 лет я работала мигрантом, мен мигрант или сравнить етейін, аға чейін 15 жыл мен иштегем организацияда, иштегемін как бухгалтер, да, но 20 лет я была мигрантом. И сравниваю за 8 лет, что я получила, и за 20 лет, что я получила. Оказывается, если посчитать, за 20 лет, вот сколько-то долларов заработали, оказывается, потому что у нас долги были, да, барганда кандай жашоогон, мы жили для себя, мы жили для детей, окуу бүткүчө Кыргызстанда балдарыбыз калып кеткен эле эң таза кийимде ушуларга жөнөтөт элек, өзүбүз кийинбейт элек, потому что дети мои жили без родителей, да, чтобы еще не тыкали их,
не ругали их деп самый качественный кийимдерди балдарыма алат элем, кыздарыма алтын сөйкө баарын кичинесинен эле самый дорогойлорду алып кыздарга балдарга бергенбиз, но сами Медетбек экөөбүз мы жили как попало. Нас там не видят, Россияда көрбөйт эле. Это была спортивная одежда, футболка и все на этом, кроссовки. Я никогда красивое платье не одевала. Мен красивое платье кийгим келет эле, но куда я одену деп туруп, ошол платьяны өтө берет элем, карай берет элем, кайра келе берет элем, кайра барып атып, и в итоге я покупала это платье, отправляла своим сестрам, чтобы Кыргызстанда алар киет, ал тойго барышат, бул жака барышат деп туруп, олорго берет элем да, подарка кылчумун. Өзүм кийбей калып, понимаете, потому что мне некуда было одевать. И вот за 20 лет жашообуз өтүп кетти. Биринчиден, что мы потеряли? Свое здоровье потеряли, свою красоту потеряла, свое знание потеряла. Мен аябай красивая девочка, аккуратно, худенькая такая, миниатюрная, красивая девочка болгонмун. Но жизнь побила. И вот как попало, кушали. Ар нерсе кылып атып, где-то кушаем, где-то не кушаем, да? Ошол жашомен, вот мен жашоом 51 жашында я выглядела практически на 70 лет. С морщинками выглядела. Но ошондой состояниеда бул жерге келгенде, сейчас я себя чувствую обратно алтын айдай боломун деп, я обратный отсчет алтам, не вперед, а обратный отсчет. Почему? Потому что у нас качественная продукция. И вот за 8 лет мы заработали около 300 тысяч долларов, ребята. Около 300 тысяч вместе взятые. Почему? Потому что мы 4 года Eagle менеджер болгонбуз. 4 года. Eagle менеджер после менеджера болгон болсоңор, биздин маалда это 2 миллиона заработать. Сейчас вы можете 3 миллиона заработать. Вот кому акча керек болгон болсо, поставьте перед собой цель. Менеджеры, не сидите алтындарым. Кто еще не менеджер, менеджер болгула и поставьте цель на Eagle менеджера. Почему? Потому что без менеджер болгондон кийин совет менен Зарина айтты. Алтын айтты, что у нас еще программа есть? Я не понимала, что такое Eagle. Я не понимала. И вот Зарина мне совет айтты, вы попадаете на программу квалификации Eagle менеджера, вы можете это сделать. Мы с легкостью, с любовью сделали. Февраль деле бүтүп койгонбуз, ушундай Eagle менеджерди бүтүп койгонбуз да. И мы это зарабатывали, потому что я почему говорю, 250 миң, 260 миң, 300 миңге чейин чыгып атканбыз. Это вот Eagle жасап аткан үчүн кылып атабыз. Понимаете? Вот какие деньги можно здесь заработать. И вот за 8 лет то, что мы заработали именно в сетевой компании, не в традиционной, мы здесь эки кызымды турмушка чыгардык, уулубузду үйлөдүк, конкретный тойлорду кылдык. Мы столько путешествий өмүрүмдө ойлонбогон, өзүм мечтайт, мындай ошол жака барам деп мечтайт этпейли, картинкада киргизип коюп эле жүрчү элек, но это мечта сбылась, да, насколько стран мы побывали, да. Баягы платье, длинное платье со шлейфом, да, 56 лет отдела, это была моей мечтой. Понимаете, мечты сбываются. Акчаң болсо, вот это за один пробежку я отдала $300. Понимаете, 30 миң сом, жөн эле ошо мына жүгүрүп 2 секундтук видеого түшүш үчүн. Мен акча болгон үчүн берип атам да ошону. Дубайга барганда, это Дубай самая дорогая страна, касы. Биз келип отельде 2 саат туруп тургула, пока бошосун дегенде, 2 сааттын ичинде мы столько денег потратили. Медетбек менен совет Зарина болгонбуз, за 2 часа мы там потеряли. Просто покушать что-то взяли, попить взяли, и это $200-300 там жок кылгам за 2 часа. И я с радостью, тогда я подумала, как хорошо. Понимаете, как хорошо, что я нахожусь в этом бизнесе, как хорошо, что у меня есть наставник, который показывает дорогу, и ушул жерге келип калдым. Медетбек, ушул жерде отуруп калдык, ушул жерде көрүп атабыз. Это вот блестящая страна, көзүң сүйүнөт, да, вот это все ты видишь деп сүйүнгөнбүз, да. А когда Eagle закрываете, алтындарым, сетевая компания что дает? Сетевая компания дает такое шикарное путешествие на 2 человека. На 2 человека. Когда тебя там встречают, аэропорттон сен атың менен тосуп алат, отель номер отдельный машиналарга салат. Это не семинарда эмес, там отдельности все. Понимаете, отдельно все это делается.
И ты, когда заходишь туда, эшегиңди дан ачып берет. Thank you деп турат, сеңа өмүрүңдө андай турбайт эле. Вот Eagle менеджер болуп барганда, первый день мы сидели с президентом компании Грег Моном за одним столом, мы кушали. И вот бизге турсак, ар бирибизге индивидуально официанттар келип, чай куюп берет, кофе куюп берет. Мы же к этому не привыкли. Не привыкли мы. Медетбекке биринчи жагып атты, вау, классно. Кофемди түгөнсө бир уктап койсоң эле апарып алмаштырып келет. Вам капучино, вам латте деген ондо ошондо жерде укканбыз да, что такое капучино, что такое латте, что такое американо, да. Мы не знали хороших кофе даже тоже. Почему? Потому что мигранттын жашоосу ошондой болгон. Даже 3 в одном только знали, да. И вот ошондо турганда, а второй день опять таки отуруп уже башкалар менен отуруп калсак, дагы келсе, Медетбек уже устал, говорит, Алтынай, мынага айтып койчу, мен чайымды коюп кое берсин, мен өзүнүкүн ичем дейт да, пускай не отбирает. То есть это, я говорю, нет, кайфуй, да, Медетбек, кайфуй, пусть забирает, пусть новое приносит, пусть забирает. Мы же не должны быть всегда рабами, мы не рождены рабами, мы должны жить красиво, хотя бы за короткое время, за то, что мы проделанную работага бизге Аллахым берип атат, ошону көрүшүбүз керек деп сүйүнөт болчумун да. Вот поэтому, алтындарым, что такое сетевая компания дает? Вот что дает компания. Если ты пойдешь поштаково, если мен азыр айтып аткан нерселерди, причинаңарды таап, өзүңөрдүн силаңарды тапкан болсоңор, сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиңер да. Люди не понимают, вот ошондуктан недостаточно время вкладывать эткени үчүн люди многие уходят с этого бизнеса, с любого сетевого бизнеса. А если люди, экинчи адамдар бар, это люди, которые понимают, и мышлениясын өзгөрткөн адам гана бизнесте калып акча табат. Вот мышленияны өзгөртүш керек. Мышление, бизнес, мышление болуш керек. Традиционный предпринимательстводан сразу ли бизнес мышлениега өтүш, это два разных вещей. Мынандай болуп турат, не понимает. Вот ошону түшүнбөш үчүн, түшүнүп мышленияны өзгөртүш үчүн нам надо каждый день ходить в офис, каждый день заходить в Zoom обучение, каждый день говорить о продукции, каждый день сами үйдө отуруп алып маркетингди окуш. Если хотите действительно заработать в этом бизнесе, читайте маркетинг. Вот большой секрет. Вот большой секрет. Я читала в уме, я читала в метро, я читала в автобусе. Где попала, я маркетинг окугам 3 года. Мен бесперерывно каждый день по 10, по 15 раз маркетинг читала. Вот поэтому сегодня сидим как соринги. Мы работу делали, результат просто так келбейт. Но зато соринг болуп, представляете, сколько денег, я вот по секрету я вам говорю, да, что мы, оказывается, суммарно ошончо нерсе алыппыз, потому что средний эле эсептесек, доходторубуз кеткендерди, мыналарды машина алып атабыз да, 2-3 машина алдык. То есть вот это все считать, средний эсептегенде эле ошончо акча алып атат экенбиз да. Просто незаметно. Незаметно. Сколько стройка кылдык биз Ечаста. Мына миллион сомов ушло только биздин эшиктин алдына цементке, чтобы построить сарай. Понимаете, это деньги. Это деньги. Мы смело, давай, деп бүтүрүп, 1 ай, 2 айда вот это все делали. Это деньги, алтындарым. Это вот сетевойдон алып аткан акчабыз. Потому что мы движение, потому что мы читали маркетинг. Вот ошол заманды кече мен лидерлермен отуруп алып Ошкида, я говорю, давайте начнем сначала. Давайте читать маркетинг. Давайте сегодня будем работать с листовками. Давайте сегодня будем звонить людям. Давайте сегодня будем приглашать людей. И вот начали, да, сегодня работаем күн ысык 38-39 градус болуп атат, что ошого карабастан мы ездим, работаем, да, сегодня Эльмира какой-то айылга барып канча детский садта иштеп келип атат. То есть Айнаш, сегодня мы с Айнаш работаем, да. То есть мы сегодня обратно вот эту работу делаем, читаем маркетинг-план.
Вот ким окуйм маркетинг деген болсо, ставьте плюсики. Мени түшүнүп аткан болсоңор, плюсики ставьте, что вы будете в этом бизнесе делать это все. Ошон үчүн мышление өзгөрткөн болсок, мы, конечно, будем системага кирип бизнести кыла алабыз да. Это вот мен сиздерге өзүмдүн опыт менен делюсь. Я не говорю о других, да, я не говорю о чужих людей. Вон, ошол башка компания барсаң, вот менин жеңем жасаган, а сендечи десе, вот жеңем кылып атат, потом я сделаю дегендер толтура болуп атат да. А я говорю, а ты сама что делала? А ты сама, что ты сегодня получила? А ты сама куда-то вы съездила, с путешествия чыктыңбы десең, нет, ал чыкты, бул чыкты дешет да. Понимаете? А здесь вы говорите это мой бизнес, это моя жизнь, это мои дети, это я путешествую, это мой forever. Я люблю forever деп туруп айтышыңар керек да. Сетевой компанияда самый лучший, самый вот эч нерсеге сравнить ете албаган, это только Forever Living Products. Я настолько люблю эту компанию, я настолько уважаю эту компанию, я настолько сплю и живу. Менин канымда бүт эле алоэ действует, потому что мои стенки дома, мои дети, да, мына бизнеске келип кыздарым бергем, самой старшей внучке 7 лет, 7 лет, да, сейчас они вот только бир бутылка алоэны на один день не хватает нам. У меня 6 внуков сейчас дома, да, каждый вот маленький бичи, 11 айлык неберем, да, мына бутылканы көргөндө давай 200 грамм ана жөн эле спокойно пьет. Бербесең ыйлайт, да. Понимаете, потому что мы живем этим. Наше путешествие, наша жизнь, наши поездки, наша еда, тамак жегенибиз дагы полностью от компании Forever. А еще что надо вам, да? Сетевой компания акча бар, есть акча. Только мы сами свои вот эти шаги не делаем. Понимаете? Препятствия болот, обязательно болот. Ыйлашың ар керек, сүйүнүшүң өр керек, жыгылышың ар керек. Жыгылып алып, ошо бойдон жатып калбастан цельди карап бас дейт, ползи дейт. Не можешь ползти, тогда жатып алып сүдүрөлүп жеткин, цельди гана көргүн дейт. А биз эмне кылабыз? Шорны кийбиз. Кече Роза Жалена айтты, шорны кирип, мне было по барабану, чтобы заплатить Абылайхану 33 тысячи в год долларов, я шор закрывала дейт. Никого не слушала. Да, будет ай жактан, бул жактан ишенбейт, башка кылбайт. Это препятствие наше. Но я не смотрела ни на кого. Мы тоже так делали. Бизде да акча болбогондуктан мен кыздарды турмушка чыгарыш үчүн, акча табыш үчүн мы делали вот это 4 года Eagle Manager. Я кайфовала, когда закрывала Eagle Manager. Я кайфовала, понимаете? Вот ошондон я всем менеджерам я желаю, вот пока вы менеджер Eagle кыгыла, мы соринги, да, мы свою часть работы делаем, но команда кылбаса, ты Eagle бола албайт экенсиң. И третье, это обязательно команда, алтындарым. Команду надо создавать. В одиночку здесь мы никто. В одиночку мы никто. Целую команду надо создавать. Команду единомышленников надо создавать. Команда сен өзүңө каалаган адамдарды надо создавать. А команданы создавать үчүн нам надо опять-таки мышление өзгөртүп, мы должны писать, какую ты команду хочешь. Семейную пару хочешь, грамотную хочешь, богатую хочешь, или же башка адамдарды хотите. Әрбір адам уникален по-своему. Каждый имеет свою, внутренний дух имеет. Вот ушел духуңар эмне деп атат. Вы пишите это. Только писанином мы ийгиликке жетет экенбиз. Только писанином. Жазбайбызбы, в уме держим деген менен никогда болбойт экен, да? Вот поэтому команда түзүш керек. Команда дагы, смотрите, команда каса делится на 2 вида. Биринчиден, смотрите, здесь команда, да? Команда жаздыңар. Это команда должно быть у нас. И команда делится на 2 части. На 2 части. Биринчиси это команда потребителей. Команда потребителей. Потребительдерди обязательно мы должны держать.
команда потребителей должно быть, потому что у нас есть активность, да, активностьта болуш үчүн, активностьта айтып берейин. Активность болбосо, башка компанияларда активность жок экен, андай экен деген, это, знаете, это просто люди-продавцы. Они далеко не пойдут. Это бессистемные люди. Где нет системы, там бизнеса не будет. Рано или поздно эта компания закрывается. Рано или поздно. Вот поэтому именно Азбул компания келдиңер, есть активность, если радость, я обрадовалась. Мен айткам, советтен сурагам, келген күнү сурагам. Вот здесь есть активность дегенде, да дегенде, анан канча десем четыре, я говорила, всего лишь бы деген. Всего лишь, я больная сидела, да, вот менен ешким ойлогон эмес, что я таким буду лидером. Никто не верил, кроме моих спонсоров. Фарида сидела там, Фарида меня карап, она тоже, я новичок, она на меня посмотрела, сказала, көрөм эртең эле активность кыла албай каласың деп. Я сказала, это легко и просто, потому что я понимала, где есть активность, там будет система. Система болот. Система бар жерде ийгиликке жете аласың, потому что пошагово тебя үйрөтө алат. А если нету системы, ты никогда ийгиликке жете албайсың. Никогда. Это продавцы, это рано или поздно урушуп кетишет, бири-бири менен спонсорской линия менен айтышып кетишет, и таким образом где-то жок болуп кетишет, да. А благодарите, что вы находитесь именно в Forever, где есть система алтындар. Где есть система. Вот поэтому обязательно команда потребителя кармайсыңар. Экинчилер обязательно бизнес-партнеры будут. Бизнес-партнеры. Нам надо, если команда создавать турган болсок, бизнес-партнеры, мы должны выпустить лидеров. Сетевой компания ушел менен меняется. Изменения клад, потому что мы должны не только сами стали лидером, да, мы должны вырастить за собой лидеров, которые понимают этот бизнес, которые хотят поменять свою жизнь, которые хотят путешествовать, которые хотят зарабатывать огромные деньги, которые, в конце-то концов, хотят оставить наследство своим детям. Эртең күндө менин бабушкам бедный эле, мен бабушкам даже бир нерсе алып берген эмес дегенден көрө, сен будь богатой, ты сегодня становись. Кечегинде Котика Гидафалова айтып атат, да, если хотите жить красиво, зачем вам всю жизнь мучиться, работать на кого-то рабами? А если хотите просто время поменяйте, 2-3 года, от силы 5 лет, спать вам не надо, красиво кушать не надо, красиво одеваться не надо, мышлениені өзгөрткүлө, обучение алгыла, семинарларга чыккыла, встречаларга баргыла, маркетингди окугула, продукцияны айткыла, и таким образом 5 жыл өзүңдү напрягать эткен болсоң, остальное твою жизнь Аллахым канча жаш берген болсо, живи и радуйся дейт. Мы это проделали, мы это знаем. А мы что делаем? Мы наоборот делаем. Бир жыл жүрбөй эле бул жерде ой чарчадым, эч ким келбеди, мага жазылбайт экен, мен команда түзө албай атам деп ныть этип келебиз. Если ты сегодня ноешь, никогда за собой ты лидера не вырастешь. Вы видели, да, ныть эткен адамдарды, лидерлерди? Они не ноют. Они голодными остаются. Они без одежды остаются. Например, мен без обуви калганмын. Представляете, мен без обуви свои 40-50 лет, да, резина байлап, джип байлап алып жүргөн патинкеге жете албай. Почему я обувь много покупаю? Вот из-за этого. Чтобы у меня, мен көзүм тойсун, жүрөгүм тойсун, денем тойсун деп, потому что обувька мен аябай, потому что семирип кеткенде у меня коленкаларым шишик болуп кеткен дагы, я обувь мен проблема болгон. Понимаете? И купить денег не было. Я одевала обувь, аркасы тапочкасы түшүп калат эле силерге. Я завязывала, джип тез эле жыртылып кетет экен деп, акчанын эмеси бар эле, тез эле жүрүп кетет экен. Зым таап алып байлайт элем, зым менен байлап жүргөн күндөрүм болгон, ребята. Метродо чыгып кетип атсам, лестницада кетип атсам, тырк кетип эмеси обувь тапаны түшүп калган. Я никогда не ныла. Это моя жизнь, никто не виноват этим.
Я сама виновата, что я ношу такие дырявые обувь, потому что я не зарабатываю, я не делаю ту работу, которую мы должны делать сегодня. Понимаете? Это мы сами виноваты. Аллахым беріп атат бар жоқты. Сетевой компания ақшаны беріп атат. Мы сами это не делаем. Вот и все. Вот и все. Понимаете? Вот поэтому команда обязательно шығыш керек. И один секрет скажу. Если командаңарда потребительдерді қойыптан, многие люди просто становятся продавцами. Они не создают команду. И это временная вот, это временно. Понимаете? Потому что ограниченный доход сегодня продал, получил. Продал, получил. Продал, получил, продал, получил. Сегодня имеешь такой доход, да? Это ограниченные деньги, это срочные деньги. Бүгін керек пе? Бүгін алып, сатып, ақша қылсаң болады. Вот, например, сегодня продали за продукцию, да, получила деньги, и все, срочные деньги, это ты заработала сегодня. Но если ты постоянно ошоменен заниматься этим тұрып, бизнес-партнер таппасаң, у тебя не будет стабильных денег. У тебя не будет никогда растущий доход болбойт, растущий доход болбойт. Вот два разных вещей. Вот поэтому вместе алып кетиш керек, аны вместе алып кетиш керек. Продажа кылыш керек обязательно. Срочные деньги на сегодняшнее житье, да? Но бизнес-партнер стабильный, до глубина создавать етіп қойып, әрбір партнерға түшкөн болсақ, до 20-й, до 30-й глубины түшкөн болсақ, это стабильный бизнес. Это вот именно секрет бизнеса forever. Стабильный бизнес болады, ошол жерде растущий доход болады. Өсөт, доходыбыз өсөт. Жоголбойт да, постоянно доход болады. Постоянно доход болады екен да. Вот біз азыр соринг, у нас есть 2-3 линии, которые активно работают, да. Біз аларды лидер кылып чыгарып койдук, Айнаш, Жана, да. Азыр Рахат мен Айгүлдер кетті. То есть они, вот именно те люди, которые уже никуда не уйдут, вот кет десеңден кетпейт азыр алар, они поняли суть системы, они поняли суть системы этой бизнеса, они поняли продукция кандай сонун иштегенini. И вот ошондой кылып лидерлерди выращивать этип койгон болсок, у нас стабильный бизнес. Мы радуемся, что у нас такие лидеры, которые сегодня понимают о бизнесе. И нам таких людей очень много. Медетбек азыр айтат, мен 1000 потребитель Россиядан жасап коюп келем дейт эле, 1000 потребитель жасай албадык, у него такая мечта была, да. Но Кыргызстанда сегодня мы вот постоянно это делаем, да, 1 потребитель, 2 потребитель, 3 потребитель кылып атып. Сегодня мы создали маленькую потребительскую команду, где каждый раз покупает, и мы 4К активностью көтөрөт, да. Понимаете? Которые не хотят бизнес строить, просто им нравится эта продукция. Но мы хотим сегодня, Медетбек хочет, вот 1000 деген потребитель мен Кыргызстандан коем деп атат азыр. Кыргызстандан, я говорю, давай быстрее, давай, жанчы, өзгөрүлчү, давай будем работать как в России, давай сегодня будем двигаться, 2 жыл, 3 жылдан давай сделаем, чтобы стабильный, сапфировый менеджер болойлу, а потом можно нам отдыхать. Давай, когда мы можем это делать, да? Когда мы прошли такой путь, мы можем это повторить. И вот повторение я вам даю то же самое. Повторите, повторим, давайте вместе повторим. Сетевая компания, это служение. Это служение. Бирөөгө жардам берсең гана ийгиликке жетесиң. Понимаете, вот поэтому Аллахым жолубузду ачат. Аллахым жолубузду ачат биздин. Андыктан в этом бизнесе надо только служение. Время, если продавать эткен болсок, времяны на 20% или калтырышыбыз керек. Именно стабильный доход создавать үшін 80% нашей энергии должно уйти на стабильность. На стабильность. 20% только на продажу продукции, потребителей. 80% на лидерское качество надо нам работать. Ошондо правильно сетевой компания, да, правильно будет. Түсінді, да? Теперь смотрите, срочные деньги, да, вот срочные деньги, это которые мы не должны кирип кетпешибиз керек, да. Мен азыр бир мемеме сравнение өткөндө айтып атканда эстеп кеттим. 5 нерсеге сравнение этсек болот экен да, өзүбүздүчү.
чтобы стать в этом сетевой компании качественным лидером. Биринчиден, это дятел дейт. Тоңкулдак бар го. Бир тереке кирип алат дагы, он ар жерди тоңкулдатып урбайт го. Ал бир эле жерде урат. Тың, 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 тың урватып, тешип, өзүнө уя кылат. Знаете, да, это? Это о чем говорит? Это фокусированность. Это фокус в этом бизнесе. Мы должны фокусированы быть именно в шоу-бизнесе. Никогда, никого, ни на что не надо нам смотреть. Надо нам быть фокусированным в этом бизнесе, как дятел. Одну и ту же работу мы делаем, одно и то же маркетинг, одна и та же продукция. Мы должны это как хотите выучите наизусть, хотите өзүңөр употреблениеңер болот, ошону менен айтышыңыз керек да. Мы должны быть как дятел, говорить одно и то же. Ничего не придумываем, бизди башыбызды ортуп, эч нерсе ойлонуп таптык деген жок го. Все готовое, нам надо просто говорить. Экинчи, мы должны как рыба. Өлгөн гана рыба против течения плывет, да? Почему живой рыбалар против течения кетет? Өлгөн рыбалар по течению кетет. Почему өлбөгөн рыбалар, живые рыбы против течения кетет? Потому что чистая вода, биринчиден, больше кислорода, больше воды и больше еды. Биз эмне кылышыбыз керек? Мы өлгөн келгенде чакырган партнерлорубуз эм кыбыраган болуп алса бир жылда бир товар алган же бир жылда 2 жолу товар алган дарга барып жармашып жүрө бербей, ищи других людей. Новый адам. Next такой. Ким Мэтсон. Next. Давай, ищи других. Нового человека. Давай. Ошон үчүн мы должны быть как рыба в воде. Мы должны против течения плыть. Үчүнчү, это львы. Туулган львёноктор бар го, их что делает? Их учат родители, наглядно үйрөтөт. Как жеш керек, кантип кармаш керек, да? Вот это все учит. Мы должны быть львами. Мы должны быть голодными на успех. Мы должны быть голодными. Надо биз кармадыкпы? Лидер боло турган адам кармадыкпы? Не оставляй на полудороге, оставлять не надо. Надо его довести до уровня, который он хочет. Понимаете, мы должны быть львами. Четвертое, мы должны быть как собака. Как собака. Собака эмне кылат? Куйруктан монтип кыймылдап келип сени кучактап турат го. Баары собаканы кучактайсың, башынан сылап коесуң да. Мы должны быть такими. Мы должны быть такими. Отношения с новыми людьми. Отношения со старыми людьми, отношения со спонсором. Мы должны быть активным. И вот адамга друг болушубуз керек. Мы должны быть друзьями. Понимаете, мы должны быть друзьями. Собака — это друг человека дегендей. Мы должны быть друзьями со всеми, с командой, с параллельными, со спонсором, с партнерами. Не надо ругать, не надо башка кылбаш керек, ал андай эле, бул мындай эле дебестен. Нам надо выстраивать отношения и быть другом. И пятое, это змеяга окшоштурат экен. Змея сетевиктерди. Почему? Потому что змея туулган деле без ног, без рук, без ничего туулган. Но он не ноет же. Он не ноет. Мен колум жок эле, мен бутум жок эле дебестен, он так и родился, он не умеет жаловаться, он живет своей жизнью. Он ползет куда попало, как попало. Тикенек эмеспи, ысык эмеспи, ташпы, суубу, везде он кетет. Он никогда не ноет. И биз бул бизнеске келгенде мы не должны ныть алтындарын. Өзүңөрдүн жашооңор үйдө калыш керек. Сыртка чыкпаш керек. И не будьте вот мусорное ведро болбошубуз керек, спонсорлар. Мы не имеем права вмешаться в чужие семьи, да? Андай кыл, мындай кыл деп, мы не имеем права. Мы кто такие, чтобы и аларга ошондой нерсени үйрөткөнгө. Мы просто должны по системе работать. По системе. Системага кирген болсок, сонун ийгиликтерге жетебиз. Если биз ушундай 5 нерсеге өзүбүздү сравнивать эткен болсок,
мы далеко пойдем в этом бизнесе. Мы далеко пойдем. Понимаете? Вот поэтому көп нәрсе айтам, уақытыңа дал отамын. Я хочу просто рассказать одну притчу в конце. 5 мудрец бар екен да, 5 мудрец, оказывается, токойго келип адашып кетишет экен. Адашып кетсе, бирөөсү айтат экен да, мен пойду направо десе, хорошо, я пойду налево дейт бирөөсү. Бирөөсү я пойду обратно дейт. Бирөөсү я пойду прямо дейт да. Бирөөсү калып калат тагын, вы неправильно делаете, куда вы идете? Давайте я короткий путь найду деп турган, ошол жерде турган чоң терек бар экен, ошого чыгат экен. Токойдун эң бийик терегине чыгып, я вам сейчас дорогу найду, куда как быстрее дойти, аркага кетишибизди десе, чыгып ол баягы карагачка баары кетип калышат. Өз айткан направо, кто-то пошел, налево пошел, направо кетишти, аркага кетишти да. И вот ошо кеткенден кийин баягы чоң үстүдө отурган караттан, блин, аналар ушли, майлем таба барышат да деп түшкүчө эмне кылды? Каждый свой предназначенный жизнь өткөзөт экен. Направо кеткен попадает в самый глушь леса, где он не мог выйти да, оттуда. Он там жил, выживать эткен да. Он жил, выживал. Ар нерсени жеп, ар нерсени ачка калбай иши кылып, ал жактан выживать этип чыгат экен. Он свою позицию сделал. Направо кеткен попадает разбойникам. Разбойниктерге барып калып, он аябай кыйнашат экен, но он өзүнүн мудрый же он человек, мудрый слова менен разбойниктерди баарына ымга келтирип, красивый, жакшы жашоого, отношения бири-бирине кылганга, урдабаганга үйрөтөт экен да. Прямо кеткен попадает, жол ачат экен. Эң сонун жашоонун көргөзгөнгө, где есть красивые цветы, где есть красивые поля, где есть можно жить, так отдохнуть деген жолду ачат экен. Аркага кеткен, он, оказывается, протоптал землю, чтобы адашкан адамдар ушул из менен келип жолго чыгып кетсин деп. А тот, который был наверху, он позицию взял смотрителя. Понимаете? И это тоже нужно, кажется. И все 5 мудрецов оказались, свою работу сделали. Если біз ушул бизнесте болот атабызбы, мы должны показать все наши бизнес-систему всем партнерам. То есть мы должны рассказать о продукции, мы должны рассказать о маркетинг-плане, мы должны рассказать, как приглашать, мы должны рассказать, как мечтать, мы должны рассказать, как цели поставить, мы должны рассказать, как время сюда потратить, и чтобы получить большой, огромный результат. Время, деньги, результат. Время, деньги, результат. Время, деньги, результат именно в сетевой компании. Вот это вот 5 мудрецов решили такие способности чыгарган, элдерге канчалап жардам берген. Вот поэтому я вам всем желаю удачи, успехов. Я могу говорить много, да, но сегодня ушел, пускай будут ичиңерге кирсин. Если будет нужда, если вы захотите еще раз послушать, я сейчас эту запись жазып койдум, могу отправить.